Дамир Ваисович Мухиддинов, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, ректор Московского исламского института. Подготовится Дмитрий Анатольевич Функул. Ассаламу алейкум, миссионермисис. Мир вам, уважаемое высокое собрание. Спасибо, что и мне, татарину, представители второй титульной нации страны и для нас, для татар, государствообразующей нации страны, предоставили слово, хотя в программе не было. Позвольте высказать несколько тезисов, несколько мыслей. В середине ноября этого года я имел честь быть на аудиенции у президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммада бин Заида Аль-Нахаяна. Он высказался в самом теплом и положительном ключе о политике России и назвал президента Владимира Владимировича Путина своим другом, проявил интерес к событиям в жизни мусульманского сообщества нашей страны и высказал желание посетить Дербент. Он также поддержал инициативу проведения в Абу-Даби форума с участием лидеров традиционных религий России с целью разъяснения мировой мусульманской общественности проблем и перспектив государственно-конфессионального и межрелигиозного взаимодействия в России. Это необходимо в том числе для того, чтобы скорректировать сформированную в исламском мире западными средствами массовой информации точку зрения на Россию и ее внешнюю политику, а также на перспективу более справедливого, чем сейчас, многополярного международного порядка, в котором мусульманские страны и Россия могут и должны сообща добиться места, соответствующего их вкладу в общечеловеческое развитие. Сегодня, когда Соединенные Штаты Америки, страны ЕС отчетливо демонстрируют двойные стандарты в Газе, фактически вооружая Израиль, уничтожающий мечети, церкви, больницы и школы вместе с мирным населением, мировая мусульманская улица и элиты мусульманских стран обращают пристальные взоры на Москву, фактически молятся на Москву. Открывается еще одно окно возможностей для углубления сотрудничества во имя стабильности и поступательного развития всей планеты. Воспользовавшись данным предложением, российские религиозные деятели, представители разных религиозных общин смогли бы донести нашу точку зрения на особенности государственно-религиозного взаимодействия в России. В частности, интерес для широкой аудитории и для богословов особенно представляют взаимодействие мусульман с Русской Православной Церковью и другими традиционными религиями России, а также развитие исламского образования, просвещения, религиозной и общественной мусульманской мысли в России. Господин президент Объединенных Эмиратов спросил, а правда, говорит, что вот Владимир Владимирович Путин, говорит, мне сказал, что в России построены 10 тысяч мечетей за последнее время. Я сказал, не только 10 тысяч мечетей, построены еще университеты, медресе, исламские центры, печатается литература. То есть, чтобы я привожу пример, как живо президент другой страны интересуется о роли нашего президента в жизни мусульман Российской Федерации. Глобальная умма готова воспринять наш уникальный многовековой опыт межрелигиозного, межнационального, славяно-тюркско-кавказского и православного мусульманского добрососедства на просторах Северной Евразии, о чем в своем докладе, выступлении говорил Константин Иосифович. Кроме того, огромный позитивный отклик в среде мусульманского религиозного эстаблишмента стран Ближнего Востока способна вызвать стратегии президента России, поддерживаемые религиозными лидерами нашей страны, на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также уникальный опыт исторически сложившегося российского федерализма и национально-государственного устройства республик нашей страны. Подобные факты необходимо активнее транслировать в дружественных по отношению к России стран мусульманского мира. С одной стороны, не могу не сказать о тех негативных моментах, которые имеют место в отдельных местах, которые иногда вредят сближению России с исламским миром, портят в целом благоприятную картину государственно-исламских и характер межрелигиозных и межнациональных отношений. Особую нашу тревогу как мусульман и граждан Российской Федерации вызывают рейды силовых ведомств для проверки документов по мечетям, молельным домам, исламским центрам, которые участились в последние месяцы. На встрече с президентом нашей страны муфти Гайнуддин этот вопрос поднимал.
Подобные акции, сопровождающиеся в некоторых случаях оскорбительными для верующих репликами и действиями сотрудников и граждан, вызвали этим летом волну негодования, в том числе со стороны авторитетных для молодежи и широких кругов лиц. Разошлись соответствующие кадры и по соцсетям, и медиа в странах Ближнего Востока. Часто такие факты сознательно раскручиваются, отдельные эксцессы подаются так, как государственная линия. Коллеги, наши мечети, медресе и исламские центры работают не вот как хотят строить свои заведения, а получают соответствующие разрешения у государственных органов. Наши выпускники, которые работают имамами в этих мечетях, это выпускники российских высших учебных заведений, мусульманских заведений, имеющие государственные лицензии, государственные аккредитации. В каждой мечети, молельном доме очень много камер, работают сотрудники разных ведомств, всем все известно. Это в Европе работают имамами турецкие имамы, Алжира, из Марокко. У нас родные, доморощенные свои, которые проповедуют на чисто русском языке. Прекратите кошмарить наши храмы. При этом, к сожалению, ни у отечественных средств массовой информации, ни у общественности не вызвал факт вторжения человека с муляжом гранаты на пятничный намаз в подмосковном Дзержинске. К счастью, никто не пострадал. Но тревогу вызывает сам факт наличия в нескольких десятках километров от Москвы лица, готового на действия, подобные, например, жутким нападениям на мечети в Новой Зеландии в 2019 году. Но самое главное – недопустимо и крайне опасно с точки зрения межрелигиозного и межконфессионального мира смешивать и увязывать вопросы миграционной политики, задачи борьбы с терроризмом, криминалом и экстремизмом, а также этнические проблемы с религией, религиозной деятельностью, в том числе с функционированием и открытием новых мечетей. Мечети – это места духовного обогащения и просвещения людей, где они должны чувствовать себя в мире и комфорте. В этой связи, на наш взгляд, они, так же как церкви, синагоги, буддийские храмы, должны быть категорически исключены из числа объектов интереса со стороны различных ведомств и служб, отвечающих за реализацию государственной политики в обозначенных выше сферах. Иначе получится, как в Украине, который постоянно проверяет наши православные храмы и отчуждает имущество Русской Православной Церкви. Наоборот, так как это отвечает целям внутренней, так и внешней политики страны. И в завершение я хотел бы поблагодарить Совет за организацию площадки заседания от 5 декабря 2020 года, на которой глава российских мусульман муфти Гайнуддин озвучил идею строительства храмов традиционных религий России в парке Патриот, что в результате было одобрено президентом 4 ноября 2023 года и нашими министрами. Ну и в заключение, последнюю фразу. Мне очень было обидно слышать, когда говорят, что в Центральной и Средней Азии учеников воспитывают в духе неуважения России. Но извините, это слишком. Никто не воспитывает наших учеников Средней Азии в духе неуважения к России. Мы постоянно там бываем, с этими людьми общаемся на русском языке и в Кыргызстане, и в Казахстане, и в Таджикистане. Отдельные есть элементы, но нельзя это воспринимать как за массовое явление. Нельзя от нас отдалять, отчуждать страны Средней Азии. Спасибо. Все доброе.